У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Сёння мы працягнем тэму грамадскага транспарту, распачатую мінулай перадачы, і пагаворым пра гарадскі транспарт. Як ён будзе развівацца ў буйных гарадах вобласці, якія новыя тралейбусы і трамваі з'явяцца на вуліцах Віцебска, як зменіцца аплата праезду, якія новыя тэхналогіі прыходзяць на дапамогу транспартнікам. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Па гарадах вобласці в асноўным курсіруюць аўтобусы і маршруткі. У Віцебскую Наваполацкую ёсць яшчэ трамваі, а ў абласным цэнтры сёння значная роля ў перавозцы пасажыраў адводзіцца і тралейбусам. Якая ж бліжэйшая перспектыва развіцця грамадскага транспарту ў найбуйнейшых гарадах Віцебшчыны? Орша – регион, который находится под пристальным вниманием президента и правительства. Мы в этом году достаточно серьезно туда обновили парк. 24 единицы новой техники купили специально для Орши, то есть для того, чтобы там, улучшить качество обслуживания населения. То, что касается города Полоцка и Новополоцка, очень серьезный и долгосрочный проект – это продление трамвайных путей в городе Новополоцке. Вопрос стоит очень давно, он, конечно, финансово затратный, но с учетом того, что ближайшее, скажем так, время, в ближайшие несколько лет будет строиться новый мост в городе Новополоцке через Двину. Там все равно закладывается, скажем так, полоса подвижения трамвая. Мы надеемся, что все-таки в долгосрочных планах мы линию трамвайную построим. И вообще, общественный транспорт, он, наверное, берет все-таки направление на электрический транспорт. Это могут, например, видеть и жители города Витебска, потому что при закрытии путепровода Полоцкого все равно мы троллейбусы с автономным ходом на улицу Титова и на улицу Ленинградскую, на улицу Титова мы уже пустили и даже планируем потом на улицу Ленинградскую запустить. И то, что мы будем приобретать в дальнейшем, например, троллейбусы, это будут троллейбусы с автономным ходом. И для них, в принципе, не нужно дополнительной инфраструктуры. Они заряжаются, когда еще во время пути, либо в парке. И потом, в принципе, они могут спокойно отключить свои контактные устройства от сети и совершить дополнительные рейсы. І гэты напрамак супадае з агульнай стратэгіяй развіцця грамадскага транспарту ў гарадах Беларусі, пашырэнне маршрутаў за кошт машин на электрычным руху. В городах, там, где уже есть действующая контактная сеть, будут использованы либо троллейбусы с автономным ходом, либо развивать обычные троллейбусы, либо же электробусы. Но с учетом специфики нашего города, нам целесообразнее работать на троллейбусах с автономным ходом. То есть основная сейчас стратегия, скажем, на следующий год мы видим, это если все хорошо пройдет уже, может быть, в ноябре, в декабре этого года. Новый маршрут мы планируем открыть, он будет микрорайон Билево и планируем в Тирасполь по улице Ленинградской, то есть маршрут номер 14, новыми современными троллейбусами. Два новых сочиненных троллейбуса перейдут на маршрут номер 12, микрорайон Билево, ЖД вокзал. Без строительства новой контактной сети, которая уже есть в городе, ее, скажем так, будем совершенствовать, чтобы экономить электроэнергию, новые провода будем ставить в контактную сеть. Но больше не будем строить контактных сетей, ни тяговых подстанций, ничего. Это экономит деньги для строительства, для городского нашего бюджета. А мы за эти деньги приобретаем новый подвижной состав и выполняем свою транспортную функцию и обеспечиваем перевозку пассажиров и жителей нашего города. Мы будем уходить в разные районы по мере строительства и развития нашего города. То есть мы прорабатываем микрорайон Билево, микрорайон улицы Ленинградской, Тирасполя. Ну и дальше перспективный район, это, скажем так, Бешенконежское шоссе ввиду предполагаемого строительства за торговым центром «Корона». Новыя сучасныя тралейбусы, вядома ж, даюць новыя магчымасці для пашырэння маршрутнай сеткі. Але не менш важна ўтрымліваць у добрым стане і машыны, якія папоўнілі парк раней, і па магчымасці павялічваць тэрміны іх эксплуатацыі. Мы организовали переварку кузовов троллейбусов полностью, потому что мы посмотрели, что троллейбус даже в возрасте 6-8 лет, мы прекрасно понимаем, что троллейбус, он каждый день на линии выходит. Все погодные климатические условия и кузова довольно много повреждены коррозией. Мы начали производство технического обслуживания троллейбусов. Процесс организовали как на заводе-изготовителе, то есть расшиваем, делаем полностью расшивку, перевариваем весь кузов и заново обшиваем. Проводим технический ремонт напольного покрытия, сидений, поручней.
И у нас уже с депо выходит практически новый троллейбус, который еще как минимум 6-8 лет отходит по городу и будет радовать глаз наших людей. С 1 января в депо мы возобновили ремонты троллейбусов модели АКСМ-321 по замене обшивки кузова. И вот на сегодняшний день уже 6 единиц такого подвижного состава работает на линии. Что это дает для нас? Конечно, это продление жизни наших троллейбусов, срока эксплуатации. Значит, мы получаем в итоге практически на вид новый троллейбус, произведен ремонт агрегатов, произведен ремонт кузова, салона. Я думаю, что это повышает комфортность работы и водителя, и комфортность проезда наших пассажиров в таком подвижном составе. Ну и плюс еще мы продляем жизнь нашему подвижному составу, что тоже в определенной степени влияет на нашу хорошую работу. Віцебск – першы беларускі горад, у якім з'явіліся трамваі. Гэты від транспарту пачаў курсіраваць па горадзе на Двіне больш за 120 год таму. Сёння трамвайная сетка Віцебска самая працяглая ў краіне – 72 километры. Так как трамвай, он, в принципе, определенный бренд города Витебска, и у нас одна из самых протяженных сетей трамваев в Республике Беларусь, и ему вот не так давно исполнилось 120 лет, трамвайная сеть будет как бы сохранена, через Полоцкий путепровод она будет проложена, и как бы до Титова, до конца улицы Титова он будет как бы ходить, трамвай. Ну, нельзя заменить полностью на электрический транспорт в ближайшие годы, да. Может быть, это будет, ну, скажем так, плавная замена, развитие и троллейбусной сети, но новой трамвайной сети точно не получится, мы будем только как бы эксплуатировать то, что есть. Ну и автобусы будем тоже новые приобретать, потому что без них мы не справимся в городе. Утрыманне трамвайнай інфраструктуры абыходзіцца даволі дорага, да і парк рухомага составу патрабуе абнаўлення. Проводились переговоры с заводом-изготовителем у нас в Республике Беларусь, в Фаниполь есть завод-изготовитель Штадлер. Велись переговоры по поставке сюда трамвая модели Метелица. У них он трехсекционный, сочлененный, красивый, современный. Переговоры пока ведутся, возможно, он к нам приедет и в город. Мы вот на сегодняшний день пока на стадии переговоров. Может быть, к Новому году это будет сюрприз для наших жителей города, если у нас все получится. Это будет приятным дополнением к той работе, которую мы проводили уже по этому году с троллейбусами. Под трамваем подвижной состав изношен, наверное, процентов на 80. Основная проблема – это колесные пары и бандажи. Бандаж – это, если взять легковой автомобиль, шину, покрышку автомобиля, то в трамвае это бандаж, металлическая часть, которая изнашивается, когда находит по рельсам. С учетом износа рельсового покрытия у нас в городе, соответственно, намного быстрее изнашивается и сам бандаж. Он очень дорогой. Проводим сейчас переговоры, делаем мониторинг по заводам-изготовителям. Сейчас вышли на завод-изготовитель в Орше, Лекмаш. Мы дадим им заказ, выполнят работу, люди заработают заработную плату, а мы, соответственно, сэкономим денежные средства на приобретение этих бандажей. Выезжали в город Оршу, смотрели производство, дали им техзадания, они отрабатывают это все. Я думаю, что все срастется, и, скажем, мы подвижной состав за зимне-весенний период подготовим его, наверное, к лету, к следующей осени, чтобы в полном объеме мы вышли на линию в связи с открытием Полоцкого путепровода, потому что туда как минимум надо дополнительно выдавать 15-20 единиц трамваев, а чтобы это сделать, надо провести довольно большую работу. Аплата праезду – яшчэ адзін накірунак, які патрабуе удасканалення. Наяўныя разлікі пры бурным развіцці электронных плацяжоў сёння выглядаюць даволі архаічна. Когда вводился институт кондукторов, да, это тоже было правильно, потому что, в принципе, увеличилась выручка. В данный момент рассматривается вопрос перехода на другую систему, но это тоже не быстро. Ну, во-первых, это социальный аспект. Люди работают. У нас работает достаточно большое количество кондукторов, ну, их просто нельзя отправить на улицу, оставив без работы. С другой стороны, перейти на систему валидаторов электронной оплаты, это тоже стоит достаточно серьезных денег.
И, например, один автобус оборудовать валидаторами, это стоит порядка $7000. Это серьезные затраты для облавтотранса, для автобусных парков. Но в этом направлении мы будем двигаться. Как бы есть уже варианты где-то частичного ухода, постепенного от кондукторов. Ну, наверное, да, уже как бы современные технологии позволяют нам перейти на некоторое другое. Ну, электронные билеты, оплата со смартфона и так далее. Я думаю, что, может быть, уже где-то в следующем году мы начнем, на некоторых направлениях этим заниматься. У Віцебску зараз прапрацоўваецца шэраг магчымых метадаў аплаты за праезд на троллейбусе и трамвае. Мы новую планируем систему оплаты за проезд. На сегодняшний день мы все современные люди, пользуемся современными гаджетами, мобильными приложениями. То есть первый вариант рассматриваем – это оплата проезда через мобильное приложение. Планируется, что в салонах подвижного состава будут установлены наклейки с QR-кодами. Каждый человек, он делает фотографию, снимок QR-кода, и у него автоматически с его банковской карты будут списываться деньги за проезд. Это упростит работу нашим кондукторам, контролерам, да и создаст удобство нашим жителям. Также еще отрабатываем вариант, может быть, возврата к талонной системе, чтобы, может быть, опять же, упростить работу кондукторам, контрольной службы. Уже разработали дизайн нового билета. Он еще на стадии согласования с нашим горосполкомом, с оператором перевозок. Это вот как мысли, как варианты нашего дальнейшего развития. Новыя тэхналогіі прыходзяць у розныя сферы нашага жыцця, не выключэнне і грамадскі транспарт. Летам у Віцебску на шэрагу цэнтральных прыпынкаў з'явіліся інтэрактыўныя табло, на якіх можна сачыць за рухам транспарту, і сістэму плануецца пашыраць і ўдасканальваць. Мы работаем совместно, у нас в городе есть такая организация «Оператор перевозок». Им предоставляем данные по навигации. Если заметили, в городе уже установлены электронные табло. Пока они активно работают с маршрутчиками, с маршрутной сетью, но также уже и наши данные они берут, будут установлены более современные большие табло, напольные, которые будут установлены на землю. И туда будет в реальном времени выводиться информация по движению подвижного состава транспорта. То есть любой житель нашего города, придя на остановочный пункт, он видит ближайший, какой транспорт подойдет и какой интервал движения, и на чем можно будет удобно доехать. Магчыма, нешта падобнае хутка з'явіцца і ў кожнага з нас у кішэні. Пагадзіцеся, даволі зручна, глянуўшы на экран смартфона, даведацца ў рэжыме рэальнага часу, які аўтобус, маршрутка ці тралейбус падыдзе да патрэбнага вам прыпынку. Идут очень серьезные переговоры с компанией IBM, которая является в Республике Беларусь, скажем так, законодателем моды в этом направлении. Пассажир, стоя на автобусной остановке, в своем гаджете спокойно увидит движение транспорта по этому направлению и через какое время у него подойдет автобус. Потому что все транспортные средства Витебской области, которые работают на маршрутах, они снабжены GPS-трекерами, и за ними идет серьезный контроль, то есть это уже идет в центральную диспетчерскую, и остался только вопрос вывести это в общедоступный доступ. Я думаю, что, наверное, может быть, в следующем году заработает система. Транспарт будучыні, якім ён бачыцца сёння. Пытанне, якое мы задалі нашаму эксперту напрыканцы размовы. Наверное, все-таки это электрический транспорт, за электрическим транспортом будущее. И действительно, это, во-первых, и более бесшумный транспорт, и более экологичный транспорт. И я думаю, что Витебская область в стороне абсолютно не останется. У нас работают в транспорте достаточно люди компетентные, достаточно молодые, интеллигентные, которые хотят это дело развивать. И Витебская область, поверьте мне, не на отстающих позициях Республики Беларусь. Оценить работу громадского транспорта в области мы попросили выпадковых минаков на улицах Витебска. Я живу в отдаленном микрорайоне. У нас вообще проблема с транспортом. Это микрорайон Тулово. По городу, в принципе, добраться можно в любое место. Вот. Единственное, что вопрос на периферии остается открытым. Нормально. Ходят все. Выходные чуть-чуть, а так нормально. Работают нормально, только график, кто его составлял. Они один за одним идут сухом, а потом полчаса или час стой и жди. Может быть, лучше было бы, если бы чаще транспорт ходил. Иногда бывают такие перебои, но вообще нормально. В принципе, нормально. С утра пробки, это обычно как и везде.
Я смотрю по расписанию, у меня есть специальное приложение, то есть все по времени, четко. То есть так, как положено должно быть. Нету такого, чтобы они опаздывали, либо задерживались. Я сейчас должен был с Черняховки ехать на трамвае, который в 9:55 должен выйти. Предыдущий в 9:26. Этого трамвая не было. Следующий трамвай будет в 10:32. То есть больше часа перерыв между двумя вагонами. Ну вот и все, вот я иду пешком. Хорошо ходят трамваи. Очень довольна этим видом транспорта, потому что езжу, да. Не очень хорошо в некоторые часы ходит 4 троллейбус. Автобусы ходят нормально. На сайце тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.by на гэты раз у нашым апытанні мы прапанавалі ацаніць работу грамадскага транспарту в обласці ў цэлым. Як размеркаваліся адказы, вы зараз бачыце на экранах. На сайце можна знайсці ўсе выпускі нашай праграмы, а таксама тэмы выпускаў, якія рыхтуюцца да эфіру. На электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў. Сюды ж дасылайце і пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя.